вечер, Москва! С вами сборная Владикавказа. Подожди! Бабушка, привет! Продолжай. Так невозможно продолжать. Чтоб было проще, поделимся. Глупые идут сюда, а умные идут сюда. Я извиняюсь. А средним куда? Мы детская команда КВН сборной Владикавказа. Нас 6 мальчиков и 1 девочка, которая сложно с нами. Но мы стараемся ее не обижать. У нас уже неплохой опыт игры в КВН. Мы победили Всероссийскую юниор-лигу КВН. И в этом году вышли в полуфинал детской лиги на канале «Карусель». С нами работают опытные наставники, у которых большой опыт игры во взрослый КВН. И мы их слушаем. Изменил КВН мою жизнь? Да, изменил. В лучшую ли сторону? В лучшую. Меня на доску почета повесили. Это все КВН. Большую сыграл, хорошую роль. Сейчас нормально все. Тоже продолжаем еще. Ну, в 3 классе я начал играть, значит. Меня старшеклассники в нашей школе взяли в КВН. А я был еще мелким, я не знал, что такое КВН. Я думал, там, я не знаю. Я пошел в КВН, в общем. КВН это все. Это как школа. И там задают домашнее задание, и здесь задают домашнее задание. КВН это все. Я бы, если бы не было КВН, я бы занимался, наверное, школой или бобслеем. Если получится в КВН играть, то КВНщиком, конечно. А если что-то пойдет не так, то я буду рэпером. А КВНщиком стать или нормальную профессию найти? Найду нормальную профессию. Я куплю себе спортивки и пойду буду стоять на остановках. Рэпером, так-то я буду. Нормальное занятие, что вы так смотрите? Еще, это одно. Еще кем я бы мог стать, это нельзя говорить, это не сбудется. Вообще КВН по-разному влияет на меня. Как? Иногда у меня оценки ниже становятся. Но это не из-за КВН, они просто так говорят. 2-3 учителя постоянно, это не КВН, не веди себя как на КВН, и вот так постоянно говорили. Если мы побеждаем, говорят, то молодец, буду тебя смотреть. А если мы проигрываем, они говорят, почему ты пропустил школу и даже никого не предупредил. У нас ребята по команде веселые, друзья наши. Всегда с нами в нормальных мутках. Вот Рустам у нас. Вопрос можно еще какой-нибудь? Такой. Лана у нас девочка. Она у нас отвечает за девочку. С Ланой не очень отношения хорошо складываются. Она злая. Она мне чипсы не дала. Я думала, будут девочки, но не судьба. Тимур у нас отвечает за рыжих. Он один рыжий. Да. Геор у нас, он очень серьезный на лицо. Только на лицо. Максимально серьезный. Илюха у нас тоже, он серьезный, но он не только на лицо, он пластичный Геор. И Азамат у нас отвечает за недоеденное все. Это, не знаю, лучшие друзья стали со временем, потому что, привязались друг к другу, стали намного ближе общаться друг с другом. И, не знаю, чуть-чуть веселые, иногда бывают добрыми, иногда бывают тупыми. Наставники крутые, веселые наставники. Они нас поддерживают и наказывают достойно. Когда бардачим.
Иногда балуемся, иногда что-то разбиваем. Они балуются, их наказывают, они отжимаются, но ко мне это не относится. Хорошие наставники постоянно поддерживают тебя. Что надо, скажут, подскажут. Они очень интересные люди. Они нам помогают, всегда с нами занимаются. Давай, отжимаемся. Раз. И, в общем-то, да. Работается весело, балуются, конечно, приходится кричать на них. То есть как в детском саду, примерно точно так же, но со временем это улучшается. Дисциплина очень важная вещь в КВН. Но мы стараемся делать и упражнения какие-то, то есть дисциплину наводить именно так, тоже весело. Они как и руководители, так и друзья. Они поддерживают нас и в то же время строгие. Люблю их всех. Они сами уходят, они сами придумывают, они приносят. И уже, ну, понятно, что это какие-то могут быть детские вещи, но при этом в них будет какое-то зерно, которое мы можем улучшить. Также мы можем что-то подумать и дать им, и они могут то же самое улучшить то, что мы дали им. То есть это абсолютно обоюдный процесс. Дело в том, что просто мы, как бы, с точки зрения опыта малого какого-то, с точки зрения осознанности улучшаем. Вот и все, как мы помогаем. А так могу заверить, что дети придумывают очень много, и это кропотливый, сложный процесс. Очень голова болит от этого часто. Мы, конечно же, все дети, балуемся, играем, шутим, придумываем, но мы в КВНе же все. И у нас тут все по-взрослому, хоть мы и дети.